Прывітанне, сябры. Працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вами вядучы Віталь Цыганкоў. Ці знікне з беларускіх крамаў імпартнае харчаванне пасля увядзення Менскам антысанкцыяў? Няўжо Расія цяпер застанецца без беларускіх крэветак і кантрабанда еўрапейскіх прадуктаў праз Беларусь в Расію знікне як з'ява? Хто атрымае права на імпарт в якасці выключэння з антысанкцыяў? Гэты ды іншыя тэмы абмяркоўваем сённяшнім госцем размовы. Гэта эканаміст, старэйшы навуковы супрацоўнік даследчага цэнтру «Бюрок» Лев Львоўскі. Лев, добрый вечер. Здравствуйте. Пераважна на дадзены момант гэтыя, назовем іх так, антысанкцыі выклікаюць пакуль іронію. Бо сапраўды Лукашенко сярод іншага заяўляў, што там некалькі разоў намекал і адкрыта сказал, што ён можа трубу перакрыць і штосьці іншае больш радыкальнае, але выніку вось толькі гэта перакрываюць, так сказаць, тое ж самае, што было ў Расіі, сыры і крэветкі. Ці можна сказаць, што быў такі замах на рубель, а удар на копейку? Нет, я бы сказал, что и замаха никакого не было. Угрозы перекрыть транзит российского газа по российской же трубе, которая просто находится на территории Беларуси, я бы не воспринимал слишком серьезными, если уж они только не исходят от Владимира Путина, владельца этой трубы и этого газа. Перекрытие транзита товаров через территорию Беларуси – это тоже осложнение отношений и с Китаем, и с Россией. Поэтому здесь не так много чего-либо, чем Беларусь может действительно ответить Европе. Даже с эмбарго на продукты питания здесь мы не увидим никакого значимого эффекта. Вот вы только что сравнили с российским эмбарго, упомянули про белорусские креветки на российском рынке, но надо помнить, что Россия гораздо большая страна, в ней живет в больше, чем 10 раз больше людей, соответственно, и потребители из россиян гораздо более важные и крупные. Белорусская экономика, если сравнить ее размеры с европейской, гораздо меньше, а соответственно, даже если бы все, что мы потребляли, было европейское, то мы бы вряд ли смогли как-то сильно наказать Европу и их производителей. Ну, здаецца, нават размова пра гэта не ідзе, што мы, в сэнсе Беларусь, афіцыйны Менск, можа прынесці нейкую вялікую шкоду Еўропе. Это все разумеюць, што сапраўды рынок невялікі, Беларусь спажывае не шмат, гэта еўрапейцы, якія нам нешта пастаўлялі, пераарыентуюцца на іншыя рынкі. Але давайте больш гаварыць пра шкоду для саміх беларусаў, як это прынята апошнім часам у беларускага рэжыму, рэагаваць на санкцыі, нанасіць шкоду сваім беларусам. Вось у нас в Беларусі часта кажуць улады, што харчовая бяспека, што мы все забяспечым, але тым не менш мы весь час бачым то польскія яблыкі, то егіпецкую бульбу. Наколькі сапраўды беларускі харчовы рынок залежыць ад імпарта? На самом деле, если говорить так экономически, финансово, то не очень сильно. Мы действительно производим очень много продуктов питания из тех, что мы потребляем. Скажем, мясом, молоком мы обеспечиваем себя практически полностью сами. Если посмотреть на наш импорт продуктов питания, то там меньше всего мы обеспечиваем себя свежими овощами и фруктами. Ну, это естественно, Беларусь не южная страна. И сладостями, то есть различными кондитерскими товарами. Кроме этого, мы производим только 50% рыбной продукции, которую мы потребляем. Ну, то есть, если говорить так в общем, то, конечно, цены на некоторые продукты поднимутся. Эти фрукты, скорее всего, будут замещаться, например, турецкими или израильскими, которые будут насколько-то дороже мы пока не знаем. Но здесь скорее в большей степени пострадает именно диета белорусов. Надо помнить, что когда Россия вводила свое эмбарго, да, россияне стали больше платить, но еще и, ну так, в медицинском плане, что ли, ухудшилась сама диета россиян. Они стали действительно потреблять меньше овощей и фруктов, меньше сыров.
Ну, если с сырами мы, белорусы, в безопасности, то с овощами и фруктами, да, здесь будут некоторые проблемы. Вот цікавы аспект, я таксама хацеў уже гэта спытаць менавіта пра цэны. Ясна, што імпарт ён, ну калі прыходзіў в Беларусь і был выгадны, ясна, што ён в прынцыпе змяншаў цела, нягледзячы на даволі вялікія беларускія тарыфы, все роўна імпарт часам был і даволі амаль часта был заўсёды танней, чым беларускія прадукты, таму это і паступала Беларусь. Наколькі, хоць нас зараз запэўніваюць, што цэны не павысяцца, але наколькі все-таки вось знікнення імпартна, якое адбудзецца, можа павялічыць цэны Беларусі, развяжа рукі беларускім вытворцам, нарэшце можна павышаць цэны. Торговля – это действительно всегда взаимовыгодная вещь. Раз уж мы что-то покупали в Европе, значит, оно было дешевле или качественнее. Соответственно, какое-то импортозамещение обязательно окажется хотя бы насколько-то дороже, хотя бы насколько-то менее качественным. Тут все будет зависеть от того, мы будем замещать нашими продуктами, увеличим собственное производство, или будем импортировать из третьих стран, которые еще не вводили санкции против Беларуси. Оценить, насколько это разгонит инфляцию, сейчас сложно. Действительно, это повысит цены. Но мы пока не можем даже примерно оценить, о каких цифрах идет речь. На самом деле, как я сказал, большая часть потребительской корзины белорусов все-таки составляют отечественные товары. Так что эффект на инфляцию будет, но, скорее всего, тоже не очень большой. А что с гэтым не только эканамічным, але і палітычным аспектам, то, што вот мы называем беларускія крэветкі? Маецца на ўвазе контрабанда еўрапейскіх тавараў, якія в Россию не могуць паступаць, але в Беларусі іх перапрацоўваюць, там заливаюць, напрыклад, соусы, называюць уже беларускія крэветкі, ці там тыя ж яблоки польские, которые столько было скандалов на российской меже, там оказывалось, что они уже с ярлыком белорусским. Теперь что, все это прикрыется? Это же такие схемы, которые дозволяли Беларуси зараблять. Неужо тут сам официальный Минск вось обрубит себе этой магчимости? Нет, в этом измерении у нас все хорошо. Собственно, в том же документе говорится, что импорт для производственных нужд, для переработки, он остается. Остается много специальных лазеек, или не лазеек, раз это официально, которые будут обеспечивать компании, которые либо перерабатывают европейское сырье, либо перерабатывают и затем поставляют в Россию. Ведь что такое белорусская креветка? Это креветка, которую привезли, что-то с ней сделали, как минимум наклеили какой-то ярлык, формально это означает переработали и дальше отвезли в Россию. Так вот, в новом указе все это сохраняется, здесь никаких серьезных перебоев быть не должно. И Россия снова будет на это спокойно глядеть? Россия всегда на это относительно спокойно смотрела. Опять же, для России это все не такие большие вещи, чтобы как-то серьезно обращать внимание. Есть места, в которых Александр Лукашенко подводит Владимира Путина гораздо сильнее, чем реэкспорт и импорт креветок. Гэтыя ж самыя пастановы прадугледжваюць, што могуць быць такія выключэнні. Хто будзе зараз займацца вось гэтым імпартам па выключэннях, ну маецца на ўвазе штосьці можна, штосьці нельга, і ці не ёсць тут падставы, ну мы можам загадзя, пабіраючыся на мінулае і на беларускую проста сістэму эканомікі, меркаваць, што гэта будуць падставы для карупцыі. Вот каму дазволяць гэтыя выключэнні, каму дазволіць імпартаваць? Будет ли это условие для коррупции, я не знаю. В целом решение уже принято. Как я сказал, это решение сделано для того, чтобы не вредить белорусскому бизнесу, который перерабатывает европейскую продукцию, либо дальше везет ее в Россию. Собственно, вот эти исключения, они как раз покрывают все возможные такие конфигурации. Платил ли кто-то за эти исключения, или просто правительство на этот раз не стало стрелять по собственному бизнесу, здесь угадывать сложно.
Наколькі ввогуле парадаксален этот беларускі адказ, маецца на ўвазе, што все-таки заходнія санкцыі, яны так абгрунтавана палітычна супраць там калійных вытворцаў, супраць нафтавых вытворцаў, а в адказ беларусы вводзяць санкцыі супраць прадаўцоў, вытворцаў там яблык, мяса і гэтак далей. А што калі Еўропа ну, просто люстэркавыя санкцыі вядзе супраць беларускай харчовай прамысловасці, якіх пакуль няма? Ці гэта амаль таксама незначная частка беларускага экспорту, в основном все-таки это все идет в Россию? Нет, тут зависит от предприятия. В Беларуси есть действительно крупные предприятия, которые и обеспечивают белорусский рынок, и много экспортируют в Россию и в другие страны. Так что белорусская пищевая промышленность довольно серьезная. Тут надо сказать, что самые важные представители этой промышленности, они не принадлежат государству. Это частные компании, поэтому пока что они не попадали ни под какие санкции, так как эти предприятия не были замечены ни в каких серьезных нарушениях прав человека или прав собственных работников. Так что пока что мы, во всяком случае, об этом не говорим даже и близко. Ці можна сказаць, што вот такім адказам адначасова афіцыйны Менск, што называецца, вырашыў паказаць Маскве, мы і ў гэтым сэнсе ідзем з вамі в адным рэчышчы. Вось наш беларускі малодшы брат будзе цяпер, як і расійскі старэйшы брат, не дапускаць, так сказаць, заходнія сыры і заходнія яблыкі на свой рынок. Ці, па-вашаму, вот гэты аспект не вельмі ўлічваецца? Я думаю, скорее это просто такое совпадение, когда уже нечем остается отвечать, то некоторые лидеры стран начинают бомбить Воронеж, так сказать. Россия делала это, в результате чего пострадали российские граждане. Беларусь попробовала с мигрантами, там что-то не заладилось. Ну вот теперь пробует что-то новое. Опять же, на самом деле, я думаю, что эти меры — это больше такие громкие слова. Да, белорусские потребители немного от этого пострадают, несколько европейских фирм от этого пострадает, белорусские производители немного выиграют, но это не какое-то важное большое событие. Ну вот калі в России ввели такие антисанкции, то нейкі час, в всяком разе, российская пропаганда, але часткова и реальные были факты про то, что это паўплывала на нейкі подъем, скажем, российской сельской господарцы, калі ухилили конкурентов, скажем так, и все-таки некие речи, нібыта, может, вы меня обвергнете, почали там полепшаться, объемы полепшаться. Может быть такой эффект в Беларуси, что вот теперь, покольки перекрыли заходнему импорту, то, белорусские там, не веду, абрикосы, яблоки, манго почнут расти в Беларуси и продаваться в белорусских крамах. Конкуренция так не работает. Вот представьте, что мы сейчас уволим всех остальных журналистов Белсата, кроме вас. Вы от этого станете работать как-то лучше, больше напрягаться, или вы совсем расслабитесь, поняв, что уж вас-то точно теперь не уволят, вы последний журналист, можно ничего не делать, пинать ногой ногу, и вам все равно будут повышать зарплаты. Точно так же чувствуют себя и домашние производители. Если раньше им приходилось делать продукт лучше, где-то дешевле, как-то улучшать производство, чтобы выдерживать конкуренцию, то теперь их европейские конкуренты уходят, а значит, можно расслабиться, люди купят эту продукцию и так, и по цене чуть повыше. Так что, наверное, пару каких-то энтузиастов действительно можно привлечь под такие антисанкции. В России действительно появилось там буквально считанные фермерские хозяйства, но общая масса рынка от этого работать лучше не начинается. Але чаму, калі ўжо это закрануць в Беларусі, вот менавіта да гэтага моманту, да моманту антысанкцыяў у сельскай гаспадарцы, многія пазіцыі просто былі запоўнены імпартам. Тое, што саміх беларусаў, можа быць, найбольш кідаецца в очы, тыя ж злашчасныя яблыкі ці тая ж бульба. Чаму польскія яблыкі в беларускіх крамах праз все мытные, так сказать, тарифы оказываются танней и процентов там на 70-80 заполняют белорусские прилавки, а не белорусские яблоки? В чем тут основная проблема?
проблемам белорусской господарки? В этом нету никакой серьезной проблемы. В целом это абсолютно нормально, что разные люди эффективнее в разных вещах производят разные вещи и обмениваются ими. Вы же сами не шьете себе костюм и не делаете обувь, которую вы носите. Я могу спросить, чем вы хуже, чем обувщик или чем портной, который сшил этот костюм? Вы ничем не хуже, просто у вас другие таланты. Беларусь – это не очень эффективная сельскохозяйственная страна. Так сложилось из-за многих причин. Одна из них состоит в том, что наша почва просто чуть хуже, чем другие черноземные почвы, на которых все растет получше. Другая причина – это, конечно же, что у нас нет реформы земли. Земля не частная. Значимая часть земли находится в руках все тех же, по сути, советских колхозов, которые сами по себе не очень эффективны. При этом мы видим эффективные предприятия, например, молочной продукции в Беларуси. Так повелось и так родилось. Ну, а то, что вось у гэтым годзе сёлета назіраецца, ну, я асцярожна скажу, не правал, но пагаршэнне вынікаў у сельскай гаспадарцы у беларускай, гэта, ну, нейкі такі часовы вынік нейкіх неспрыяльных умоваў надвор'я гэтым летам, ці гэта прыкмета таго ж, ну, нейкага заканамернага развіцця гэтай не вельмі эфектыўнай сельскай гаспадаркі беларускай? Примета того, что у нас есть проблемы с законодательством, которые мешают эффективности, это скорее то, что мы вообще производим меньше, у нас на гектаре вырастает меньше, чем у всех наших соседей. Конкретно в этом году здесь нашей вины никакой нет. Конкретно в этом году неурожай случился во многих странах, в большинстве стран нашего региона. То есть, как я сказал, основная проблема в том, что мы перманентно находимся ниже тренда. А в этом году действительно все ушли в минус. Дзякуй, вялікі Леў. Які першасны эфект так званых антысанкцый, які прыдумал афіцыйны Менск? Гэта падвысяцца цэны. Так лічыць наш сённяшні суразмоўца, эканаміст Леў Львоўскі. Размову правёл Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.